Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 марта. Это у нас с вами пятница. Смотреть будем на колоде «Цыганский пасьянс». Почему? Потому что день у нас с вами обещает быть очень позитивный. Солнце у нас будет влиять, аркан Солнца. 6.03.2026. Если мы суммируем, да, все эти числа, у нас получается 19, а это аркан Солнца. Поэтому день будет яркий, солнечный, энергичный, активный. День наполненный радостью, хорошими, возможно, новостями и так далее. Поэтому посмотрим на пасьянс. Тут видите, тоже солнышко есть, как раз половинка солнышка. Если будет выпадать, это значит, что вы прям так синхронизировались со Вселенной. И точно будет очень радостный день. Ну что, поехали. Овны первые. Овны, 6 марта, пятница. Как пройдет этот день для овнов? Угу. Маска. Маска. Ну, кстати, вот могут быть сорваны какие-то маски с других людей. Да, вот солнце может что-то проясниться. Маска — это еще может быть театральное представление тоже, если брать со знаком плюс. Они не похожи, расческа. Угу. А, тут был лебедь, сразу не увидела. Лебедь еще есть. Корабль. Угу. И рыба тоже есть. Ну, как-то у вас тут есть предупреждение. Бокал. И здесь не вижу. Значит, смотрите, рассказываю, что повыпадало. Выпадает неприятность и маска. Неприятность, обман. Возможно, в этот день вас обманут. Или вас обманывали до этого, и в этот день этот обман откроется. В общем, неприятность, обман и колебания, сомнения. То есть теперь вы стоите перед выбором после того, как этот обман открылся. И еще и скользкое дело. Это что же карта хитрости, махинаций, манипуляций. Поэтому тут вот, скорее всего, это одно событие. Неприятность, маска и рыба. Еще нашла череп. Дальше, значит, что хорошего выпало? Гармоничные отношения в паре, любовь, верность, бокал, застолье, какие-то посиделки, общение с влиятельным человеком, ожидание кого-то или чего-то и тема здоровья. В этот день может проигрываться здоровье. Как вариант, корона — это может быть врач. Да, вот здоровье, врач. Так что вот такое для вас предупреждение на пятницу. Остерегайтесь обмана в этот день. Благодарю за внимание, овны. Перехожу к тельцам. Так, складываем. Так, чтобы не повторялись. И поехали. Тельцы. 6 марта. События дня, тельцы. Тельцы, пятница, 6 марта. Весы. Молния. Рыба. Ключ.
Змея. Колодец нельзя. Домик. Подарок. Подсвечник нельзя. Корона. Успех нельзя. Здесь не вижу. Значит, смотрите, первое событие, сложный выбор в пятницу, какая-то ошеломительная новость, открытые двери, новые возможности, общение с друзьями, общение с язвой, скользкое дело, это вас могут втягивать какие-то истории, поэтому будьте осторожны. События дома в семье, возможно, гости, подарочки и общение с влиятельным человеком. У вас интересно много, смотрите, и корона выпала, да, какой-то человек, друзья, и змея, то есть много людей, много общения может быть. И причем дом выпал, может быть, даже в доме у вас. Может, какое-то событие, подарок. Так что вот такие события и предупреждения по рыбкам. Остерегайтесь мошенников в этот день. Благодарю за внимание. Тельце перехожу к близнецам. Так, значит, складываем. Давайте сначала близнецы. И складываем так, чтобы не повторялись. Так, так и так. Смотрим 6 марта. События дня близнецы. Угу. Первое событие флаг. Ножницы. Тут еще мог быть второй вариант домик. Где ножницы? О, и вам выпало солнышко, видите? У вас идет синхронизация со Вселенной, потому что аркан Солнца тоже у нас в этот день. Цветочек. Ну, у вас прям супер. Ой, только сказала. Колодец. Порадовались раньше времени, называется. Опять весы. И корабль. Ой, чуть все не сбила. Так, корабль. Угу. Также вижу тайную встречу. Здесь не вижу. Получается, у вас в пятницу идет какая-то победа, успех в делах, решение вопроса, ножницы, радость, солнце, исполнение желания, ожидание, тайная встреча, сложный выбор и негативное одно событие – это сильные переживания, глубокая печаль, внутренние какие-то переживания. Но опять же, рядом событий нет. Не знаю, будут они с вами связаны, нет. Может быть, это переживание за кого-то, как вариант. Поэтому все остальные события, в принципе, плюс-минус хорошие. Особенно вот победа, радость, исполнение желаний. Так что такая информация для вас. Смотрим дальше раков. Так, раки. 6
марта, пятница. События дня для раков. Как пройдет для них день? Первый будильник. Чашка чая. Книгу нельзя. Угу. 2 сердца. Так, и есть еще лебедь здесь. Значит, смотрите, 4 события. Первое, будильник показывает, что нужно следить за временем в этот день. Возможно, какие-то встречи будут переноситься, вы можете опаздывать, спешить, то есть со временем будут моментики. Дальше гости выпали на пятницу, чашка чая. Пойдете в гости, либо будете принимать гостей. И также выпала любовь и верность, гармоничные отношения в личной жизни. Может быть, с любимым человеком куда-то пойдете. Ну, в общем, в принципе, все нормально, кроме будильника. Будильник предупреждает, что со временем могут быть вопросики в этот день. Так что давайте себе запасы, больше времени, чтобы был какой-то люфт. Так, хорошо, раки. Смотрим дальше, что у львов. 6 марта. 6 марта. События дня, львы. Угу. Первая череп выпадает вам. Весы. Чемодан. Угу, солнышко. Так, ну и поехали, смотрим здесь. О, сундучок есть, отлично. Значит, получается опять события для вас на пятницу. Тема здоровья, болезнь выпала, поэтому следите за здоровьем в этот день. Возможно, будет вас беспокоить. Сложный выбор. Весы выпали рядом. Может быть, как раз выбор будет связан со здоровьем. Допустим, там идти к врачу, не идти, покупать какие-то лекарства, не покупать и так далее. В общем, сложный выбор, болезнь, временная разлука, расставание, радость, хорошее настроение. Кстати, может быть, выздоровление по солнцу. Допустим, утром чувствовали себя не очень, а вечером уже как огурчик. И финансовые поступления тоже. Вот видите, хорошее событие выпало. Финансовые поступления, радость. Так что, левушки, такой день для вас. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Так, девы.
6 марта. Марта, события Дня Девы. Угу. Первая роза, первое событие. Два кольца. Подсвечник. Кстати, может быть тайное свидание романтическое. Опять весы. Практически каждому знаку выпали весы. Сложный выбор будет в этот день. В пятницу. Змея. Свидание со змеей. А, тут еще шарики. Давайте шарики оставим. Хорошие новости пусть будут. Будильник. Надежда на время. Надежда, что все успеете. Метлу нельзя. О, и есть еще цветок. Так, цветочек. Здесь не вижу. Получается, в этот день, в пятницу, у вас может быть приятная встреча, свидание, тайная встреча, сложный выбор, надежда. Надежда либо романтик. Будильник. Возможно, день расписан по часам. Хорошие новости и исполнение желания. Так что вот такие события для вас, Дева. Из предупреждений будильник и сложный выбор. Весы. Хотя весы могут быть и колебания, сомнения. То есть это не обязательно выбор. Иногда это может быть сомнение какое-то в этот день. Так, хорошо, Девы. Смотрим дальше, что у весов. Весы. 6 марта. События дня, весы. Пятница. Тайная встреча. Цветочек, хорошо. Мечи выпали. Кровать. Месяц. Весы. Тоже весы. Весы у нас сегодня звезда расклада, это событие. Конверт. Успех нельзя. Яблоко, к сожалению. Хотя яблоко там могут быть и слезы радости. Не обязательно печали. Так, смотрим, значит, змея еще есть. А может быть, вот змея доведет вас до слез. Своими едкими замечаниями. Так, так, так и так. Значит, смотрите, что выходит. Получается, тайная встреча, может быть, в этот день, исполнение желаний, змея, общение с человеком, который не следит за языком и может там обидеть, обозвать и так далее. И рядом слезы. Это вполне возможно
вместе проиграются. События, которые имеют цикличность, конфликт. Кстати, тоже может быть конфликт с этой же змеей. Событие, которое постоянно повторяется. А может быть, вы постоянно с какой-то змеей ругаетесь. Луна, конфликт, змея. И также есть еще получение новостей, информации, интимная связь, кровать и сложный выбор. Колебания, сомнения. Да, вот весы — это, не знаю, надо, не надо, буду, не буду. Вот такое тоже у вас может быть в этот день. Так что весы — такая информация для вас. Ну вот из предупреждений это, конечно, конфликт, змея, слезы. Из хорошего цветочек. Цветочек, конверт, новости. Поэтому и такие 50 на 50. И хорошие события есть, и предупреждения. Смотрим дальше, что у скорпионов. Так, скорпионы. 6 марта. 6 марта, пятница. События дня скорпиона. Покажите мне, как день пройдет для скорпионов. Первое сразу лебедь выпадает. Змея. Бокал. Угу. Сундук. Кровать. Машину нельзя. Расческа выпала. Молнию тоже нельзя. Дерево. Ага, еще и яблоко рядом с неприятностью, слезы. Может быть, это все со змеей связано. Угу. Тайная встреча. Ну, горизонталь, вертикаль не нашла. Значит, смотрите, что выпадает. Выпадает, показывает, что точно хорошо в личной жизни все. Верность, интимная связь. Поэтому тут как бы супер. Если вы один или одна, то возможно знакомство. Дальше с финансами хорошо, прибыль выпала. Финансы, застолье выпало. Дальше приглашение. Кстати, приглашение, застолье. Предупреждение, тайная встреча, неприятность, слезы. И общение с человеком, который может язвить. Язвить, хамить там и так далее. Змея. Хотя иногда змея это, допустим, кто-то такой по характеру, но к нам, допустим, он не проявляет этих качеств. Такое тоже может быть. Да, вот у вас с этой змеей там любовь, да, верность, любовь. Поэтому к вам он в вашу сторону этот яд не выпускает. Или она. Так что вот такая информация для вас. Из предупреждений неприятность, слезы в этот день. Благодарю за внимание, скорпионы. Перехожу к стрельцам. Так, стрельцы. 6 марта. 6 марта, события дня, стрельцы.
Стрельцы, 6 марта. Два сердца сразу же выпадает, стрельцы, на пятницу. Расческа. Корона. А, еще есть цепь. Так. Кровать. Подсвечник. Кровать. Романтик. Может быть, подсвечник. О. Сундук. Месяц нельзя. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, из хорошего. Вот интересно, что многим знаком так выпало. Все хорошо в любви и деньгах, но не очень хорошо в делах в этот день. И у вас тоже, смотрите, выпадает любовь, морковь и кровать. Ну, подсвечник это может быть романтик. Ну, подсвечник это еще и надежда. Если брать неприятность, то, возможно, это надежда на решение неприятности. И из хорошего сундук, финансовые поступления. Из предупреждений нерешенный вопрос какой-то. Допустим, вы хотели в пятницу решить, а ну не получается никак. Неприятность. Да, вот неприятность, нерешенный вопрос. И если мы посмотрим ножницы, по периметру выпали. Ну, в принципе, может быть, даже уже скоро и решится, но не в пятницу. И еще одно событие корона. Это общение с каким-то очень влиятельным человеком. Вот, может быть, вы с ним решаете эти вопросы, но они не решаются. Мешает какая-то неприятность. Вот видите, поэтому нам аркан Солнца сразу сказал, в этот день нужно заниматься любовью, отношениями, там, не знаю, прогулками, но точно не делами. Вот дела как-то не идут в этот день. А с любовью постоянно показывают, у всех выпадает эта кровать, выпадает два сердца или еще выпадает лебедь, тоже еще выпадает. Частенько многих знаков выпадал. Так что вот надо делать акцент в пятницу на любовь. Благодарю за внимание. Переходим к козерожкам. Смотрим козероги. 6 марта. Козероги, события дня, 6 марта. Это что такое? Козероги, 6 марта. Пятница, события дня. Так, смотрим. Камера прыгает, карты валятся. Да что такое, козероги? Что там у вас повыпадает, интересно? Что за энергетика такая сумасшедшая? Успех. Дорога, кстати, может быть, да, когда вот это, и причем какая-то важная, ключ. Видите, вот что творится? Камера скачет, видите? Карты у меня падали, пока я мешала. Вот вам, пожалуйста, поездка. Угу, и победа. Слушайте, у вас наоборот, вот у многих знаков все хорошо в любви и в деньгах, но не очень хорошо в делах. А у вас наоборот в делах все хорошо. А про любовь вообще ничего не показали. Так, смотрим, значит, что еще здесь есть. Не вижу. Нет, нет, нет. Будильник еще есть.
Со временем надо быть осторожными, тем более, если у вас дорога, поездка, правильно распределяйте время в этот день. А, еще есть цыпленок. Так, значит, ну у вас все события выпали хорошие. Ну, единственное предупреждение по времени. Будильник говорит, следите за временем. Дальше успех в делах, победа, успех и победа выпали. Поэтому, если вы планируете какие-то задачи, встречи и так далее, то точно здесь вас ждет большой успех. Ключ. Перед вами открыты все двери, все в ваших руках в этот день. Дорога, да, поездка какая-то. Может быть, важная дорога, ключевая дорога, которая будет результативной. И вечером еще, возможно, проведете время. Цыпленок выпал с детками, внуками, в кругу семьи. То есть, ну, вот такая будет приятная семейная какая-то атмосфера. Но это уже вот как бы конец, самый конец дня. Так что, видите, днем дела, задачи решаются успешно, вечером время, проведенное с семьей. В общем, замечательный день, козероги. Ну, вот эти вот карты, на которые выпадали, вот эта камера мигающая, я думаю, что это был сигнал о времени. Единственное, вам надо как-то вот правильно распределить время. Потому что предупреждения это были, как ни крути. Так, хорошо. Хорошо, смотрим дальше Водолеев. 6 марта, пятница. Как пройдет этот день для Водолеев? Какие события будут? Что у них там интересненького будет в пятницу? Покажите мне. Пятница для Водолеев. Угу, цыпленок. Молния. Так, и горизонталь, вертикаль, но я не вижу. Я всего лишь нашла для вас два события. Первое. Цыпленок – это время, проведенное в кругу семьи, с детками, внуками, забота о ком-то, возможно, в этот день будете нянчиться, играться. И также второе событие, вас ждет какая-то новость, информация, которая может вас очень сильно удивить. Молния, да, это как гром среди ясного неба. Ну, это вот два события, больше не вижу. Если вдруг вы что-то увидите, найдете, ну, видите, в этой колоде, в принципе, не подписаны эти события. Можете прочитать. Но я нашла два. Так что, Водолей, такой у вас вот будет день. Новость и время, проведенное с семьей. Больше ничего интересненького не нашла. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Так, рыбы. Поехали. 6 марта. Рыбы. События дня. 6 марта. Рыбы. События дня. Угу. Книга. Первое событие. Домик. Бокал. Слава богу, колодец нельзя. Корабль.
есть еще машина. Так, машина. Здесь не вижу. Значит, смотрите, что получается в этот день. Первое. Посещение госучреждения. Казенный дом выпал. Поездка, дорога. Возможно, вместе с дорогой это даже может быть там ЖД, вокзал, аэропорт там, и так далее. В общем, поездка, посещение госучреждения, какие-то семейные посиделки, семейные дела, дом выпал, и застолье, видите, возможно, дома, не знаю, гости там вы что-то будете отмечать. И ожидание еще выпадает в этот день, ожидание чего-то или кого-то ждете. Может быть, ожидание в дороге какое-то будет. В общем, еще долго, нудно будете ждать. Но в целом у вас все события выпали хорошие. Поездка, дом, застолье. Так что тут все нормально. Также, рыбки, у кого день рождения 6 марта, у меня для вас хорошие новости. Потому что у вас начинается год под арканом Солнца. 19-й старший аркан, он будет влиять на ваш год, начиная с этого дня рождения аж до следующего. А это очень позитивный аркан. Это аркан, который предвещает год очень успешный. Это год, когда происходят какие-то очень яркие события в жизни. То есть такой год сложно забыть, потому что что-то такое невероятное происходит. Очень часто по Солнцу у нас там рождаются дети, мы выходим замуж, там, ну, какие-то такие события важные происходят в жизни. Человек может становиться известным в год Солнца, да, как бы засияет, покажется. В общем, год невероятный. Иногда проигрывается, конечно, как открывается какая-то правда, которая от вас скрывалась, да, ну, что-то вот как бы проясняется. Но опять же, для вас все равно это будет в итоге хорошо, потому что все, что вот там вокруг вас там затеивали что-то плохое, или там были какие-то непорядочные люди, то в этот год вы можете все это, да, как бы рассекретить, вычислить и избавиться от этого. Так что классный год. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.